Первым делом министру показывают в самом крупном Северокавказском федеральном округе новый оптово-распределительный центр для хранения 60 тысяч тонн плодов. Глава Минсельхоза России отмечает строительство такого объекта новый механизм поддержки садоводства. Важно не только вырастить и собрать, но еще и сохранить и реализовать. По словам министра, ежегодный рост урожая сада повлияет на развитие, а пока не только нашего региона, но и в целом всего СКФО. Я прекрасно отдаю себе отчет, насколько потребовалось сил, и стараний, и финансовых средств, и воли, и непосредственно инвестора, и непосредственно руководства республики, и всех тех, кто трудился своими руками, создавал это чудо. Это будет во многом украшением вашей республики, это будет украшением нашей страны, потому что здесь применяются новые технологии, здесь мы заглянули в будущее, совершенно очевидно. Хочу, конечно, поблагодарить и прежде всего инвесторов, наших коллег из Совета Федерации, всех тех, кто поверил и, в общем-то, рискнул, и вложил и собственные ресурсы, и кредитные ресурсы. И, как я уже говорил, это будет украшением республики. Сад-гигант – это суперинтенсивные сады. Уже в этом году на предприятии введена в эксплуатацию первая очередь холодильных камер, что позволяет вместить 37 тысяч тонн фруктов. Помимо прочего, на объекте запущена первая линия по товарной обработке с производительностью более 20 тонн в час. Глава республики отметил, как важны для региона такие масштабные проекты. Помимо прочего, такой объект поможет и в вопросе импортозамещения. Для республики Ингушетия важно и то, что сотни наших людей получают здесь рабочие места. Сегодня это один из самых совершенных проектов. Он создает не только рабочие места. Самое главное, этот проект показывает, что мы и во всех отношениях, как в производстве товарного яблока, так и саженцев, так и в хранении, так и в переработке и в других вещах мы показываем, что в нашей стране могут производить лучше, чем в Европе, и наша страна в состоянии конкурировать с любыми производителями мира в этом направлении. В торжественной обстановке министр сельского хозяйства России и глава республики дают новый старт специализированному садоводческому предприятию. Касанием символичного яблока запускают оптово-распределительный центр для хранения фруктов. Министру показывают, какими возможностями обладают новые центры и какое здесь оборудование. Кстати, оно здесь итальянское, устанавливали тоже итальянцы. Помимо прочего, глава Минсельхоза лично смог увидеть процесс распределения яблок от А до Я. После краткой экскурсии по новому центру глава Минсельхоза отметил особую значимость проекта. Продукция сада имеет полное право занять место на торговом рынке не только нашей страны. Ингушетия взяла курс на производство овощей, плодов. Это, на мой взгляд, абсолютно правильный выбор. И правительство Российской Федерации, в целом министерство будет, безусловно, этому способствовать и поддерживать эти направления. И мы надеемся, что здесь появятся новые проекты, новые мощности и производства, и переработки. И должен сказать, что вашу продукцию ждут во всех уголках нашей страны, на прилавках наших магазинов. Мы уже сегодня можем говорить о том, что мы импортозамещаем определенную долю процента, и не маленького процента в стране, в целом импорта яблок со стороны. Мы уже сегодня свои сорта создаем. Почему есть все сорта мировые, мирового бренда, но нет таких названий, как российских. Мы сегодня их создаем, свои сорта, и дальше будем эти сорта создавать. И самое главное, мы конкурентоспособны. Объект помог решить местным жителям вопрос трудоустройства. Помимо штатных сотрудников, а их здесь в смену 150, в сад нанимают более 300 сезонных рабочих. На этих достижениях сад-гигант не собирается останавливаться. Впереди новые проекты, которые обязательно будут реализованы. Завершая экскурсию по объекту, министр сельского хозяйства России оставил свои пожелания в книге отзывов. Лина Цычоева, Рамзан Миржоев, Новости 24.